такой же стихии рождается балет, который создает свои легенды. В один из дней 1956 года из дверей гостиницы «Казань» стремительной походкой вышла молодая женщина с гордой осанкой. Полчаса пути по знакомому маршруту, и она уже в театре. Этот город она непременно заставит говорить о себе, ни больше, ни меньше. Таков ее характер. Но какой ценой заплатит она за свой успех? Стоп-кадр, пожалуйста. Галина Калашникова, народная артистка Татарской АССР, прима Казанского балета в 60-е годы. Спящая красавица Чайковского, очарованная новорожденной принцессой фея сирени, несущая счастье, наделяет девочку красотой и добротой, как и полагается в сказке. Не знаю, доброй или злой была фея судьбы, положившая в колыбель Гали Калашниковой свой подарок, безудержную стихию свободы, недюжинное самолюбие и колоссальное трудолюбие. Этот подарок помог Калашниковой стать той, кем она была. Этот дар во многом привел ее к гибели. Истоки любого характера следует все-таки искать в детстве. Родители Калашниковой, военный юрист и учительница в детском доме Владивостока, были бесконечно занятыми людьми, и Галя росла, предоставленная самой себе, задиристая, независимая. Но она пока не знает: посеешь характер, пожнешь судьбу. Но вот родители берут ее с собой в Ленинград, и родственники советуют отдать непоседу в хореографическое училище. Здесь ее неукротимой энергии найдется достойное применение. Отныне судьба Галины предрешена. Все балетные классы мира похожи друг на друга. У больших зеркал за станком тоненькие девочки, длинные стройные ножки, аккуратно причесанные головки. Одно и то же упражнение повторяется десятки раз. Прежде чем изображать в спектаклях амурчиков и арабчонков, они уже с этих лет знают, что такое каждодневный тяжелый труд. Чтобы быть на сцене легкой, умейте держать спину. В день наших съемок наставляет педагог Ирина Хакимова девочек, будущих балерин нашего театра нового тысячелетия. Это умение держать спину пригодится каждый, выбравший балет. Эту каторгу, усыпанную цветами, по едкому замечанию Фаины Раневской.
Но вернемся в Ленинград. Выпуск 1956 года в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой совпал с тем, что в Казани открылся театр оперы и балета. Балетную труппу театра, как дальновидная хозяйка, набирала Нинель Юлтыева. Я поехала в Ленинград, чтобы набрать выпускников. И в этот год как раз было 2 выпуска, 2 группы. И, естественно, конечно, одна группа почти полностью была набрана мною. Там были, в общем, танцовщики, и ребята были, и девушки были. Хорошие были, в общем-то, хороший был набор. И среди них была и Галина Калашникова. Но она в первый мой набор она не попала, потому что было уже, в общем-то, у меня количество то, что нужно было набрать. Но она сама подошла и сказала: Нинель Даутовна, возьмите меня, пожалуйста, я буду стараться, буду работать в вас. Потому что ее однокашники фактически почти все попадали в этот набор мой. Ну, я ее взяла. Если говорить о наших пропорциях танцевальных, в общем-то, они были не идеальны у нее. Но в процессе работы она поняла, что ей надо и как надо ей себя, в общем-то, где-то подготовить, и как ей нужно любые ракурсы, там технические моменты, там шаг, верчение. Это она понимала. И технически она была сильная, технически. Она, в общем, хорошо очень наши ФУЭТ все абсолютно учила, выучила. И в спектаклях она танцевала довольно-таки чисто и технично. Первое поколение артистов, которые открывали наш театр – Ревдар Садыков, Роза Новицкая, Галина Калашникова. Балет – это та профессия, в которую с черного входа войти невозможно. Балериной надо родиться. В Казани Калашниковой везло. Во-первых, потому что свято место было пока еще пусто, не пришлось ждать, как в столичных театрах, когда уступят молодым. Поэтому первое поколение получило все. Из первых па на сцене великолепного балетмейстера Судейкина и разнообразный репертуар, и обожание публики. Стало быстро понятно, что в профессии Галина состоялась. Немногие представительницы прекрасного пола могли бы сказать о себе такое так быстро. Круг счастливчиков еще более сужается, когда речь заходит о профессиях, связанных с искусством. Галина Калашникова не считала себя избранницей, которой, как говорится, счастье было ниспослано выше. Она за него боролась, как могла. Смотришь эти кадры, и трудно поверить, что стройным дамам с изысканными манерами аристократок знаком тяжелый физический труд. А между тем, так оно и есть. Пот и кровь отнюдь не метафора. Потом в буквальном смысле обливаются. И в кровь сбивают ноги те, кому мы потом аплодируем за воздушный полет и немыслимые пируэты. То время, пока ты на сцене, тебе необходимо тренироваться, заниматься. И вот экзерсис, это то, что мы делаем в зале, у станка, вот от чего даже у нас мозоли на руках у балетных артистов. Это все время мы в тренаже. За 4 года в театре Калашникова из начинающей перешла в примы. Эта планка была так высока, что расслабиться невозможно. И каждый раз, когда предстояло работать над новой партией, ей нужно было помнить, что карабкаешься только вверх. Конкуренция в театре должна быть непременно. Чем больше хороших танцовщиков, тем лучше. Но у примы особенный статус. Театр есть театр. Короля играет свита. Всегда было такое, когда Калашникова появлялась,
Все как-то невольно так вытягивались, прижимались к стенке. Ну, причем тихо, ненавязчиво, обязательно приветствовать, либо молча, потому что не дай бог попасть под горячую руку Галины Сергеевны. Она могла тебя и погладить, и могла так крепко отшить. Но, вы знаете, это театр. Это театр, и вот в этом его прелесть. Ведущая балерина подразумевает колоссальную индивидуальность. При одних и тех же партиях мы видим разных Одет и Жизели. Теоретики балета вообще говорят, что у балерины ноги вторая по важности часть тела, первая – голова. Калашникова бралась за все. И романтических героинь, и трагических, с изломленной судьбой, и комических. Это Варвара в балете «Доктор Айболит». Мое первое такое как-то посещение театра, это была «Водяная». И саму «Водяную» танцевала Галина Сергеевна Калашникова. Чем она мне запомнилась? Вы знаете, это был настолько яркий образ, настолько своеобразный талант, где техника и актерское мастерство, как мне казалось раньше, такой молоденькой девчоночки-то, я думала, что это что-то недосягаемое. Потому что она обладала удивительными профессиональными данными, плюс необыкновенно выразительным лицом. Лицо и глаза, наверное, будут вспоминать еще очень многие поколения этого человека. Но балет – это еще партнерство. В самом начале творческого пути она танцевала с Адгамом Нарыковым, талантливый танцовщик, балетмейстер, педагог. Женщины всегда будут сплетничать о женщинах, даже если им под 90. А что уж говорить о молодой, талантливой и успешной балерине. Очень быстро стало понятно, что Калашникова и Нарыков испытывают друг к другу не только профессиональный интерес. Злые языки утверждали, что Галина активно уводит Нарыкова от жены, тоже солистки балета. Но сплетни остаются за кулисами. Галина уверенно выходит на сцену с Нарыковым, партнером, учителем, мужем. Чуть позже она станцует царицу Мехмене Бану в балете Меликова «Легенда о любви». В нем ее героиня жертвует своей любовью ради спасения сестры. Она танцевала сильную женщину. Ее любовь – великое испытание человеческого духа, воли, чувств. Такой же яркой была и фантастическая хозяйка Медной горы, воплощение суровой природы и страстная, влюбленная женщина из каменного цветка. Вот так в ней и уживались ангел и орлица. У таланта поклонники есть в любом возрасте. В свое время она открывала студию при театре, она занималась с детьми. У нее всегда был очень хороший коллектив при университете. Ее девочки – это ее вечные поклонницы, которые, я не знаю, где они брали деньги на цветы. Наверное, они их воровали с клумб, но они всегда приносили ей цветы. Но в классе с нами она была, конечно, хорошим тираном. Ну, потому что наша профессия требует им только такого отношения. Потому что воспитание физического совершенства требует очень жесткого воспитания. В классе она нас не жалела. Длинными ногтями подойдет, как бы щипнет, как вцепится. Почему слабая нога? Взвываешь, и нога взлетает на нужный уровень. Шлепком вдохновляла нас. И
после окончания урока мы, конечно, что у тебя, вот, треснуло меня, а меня вот это. Но теперь, как я понимаю, это были вот те вдохновляющие моменты, которые нас заставляли полюбить свою профессию. Потому что только через преодоление приходит истинное, видимо, понимание того, для чего ты здесь в классе. Брак и партнерство с Адгамом Нарыковым было недолгим. Талантливый человек, он рано ушел. А неспокойная натура Калашниковой вела ее дальше. Свою страсть, скорбь, муку, надежды она претворяла в танцы и переносила на сцену историю любви своих героинь. У нее был талант, большие амбиции, огромная воля в их осуществлении. Ей удавалось с большим мастерством создавать контрастные образы страдающей девушки-лебедя Адетты и коварной искусительницы Адилии, лирической Жизели и бескомпромиссной Мирты. Но ближе других ей была Китри из Дон Кихота, сильный, задиристый, всегда добивающийся своего. В нашем национальном балете «Шурале» на музыку Фарита Яруллина Галина Калашникова много лет танцевала партию Сююмбике. А потом сама напросилась на, казалось бы, эпизодическую роль огненной ведьмы. В день спектакля, тем более если премьера, артист живет в особой атмосфере. Не дай бог затронуть его внутренний настрой. Драматическая актриса без нутра быть не может. То есть это должен быть такой талант, у которого внутри вот, все струнки натянуты до предела. И почти каждый выход их в спектакле предвещает зрителю, что ожидание вот, с чем-то новым, необычным. Потому что, как правило, такие балерины непредсказуемы. Галя очень нервно относилась к прическам, к своим. Она могла содрать парик с головы, бросить его в бедную нашу парикмахершу. Но как-то все, наверное, ей нужно было вот такой вот всплеск эмоций для того, чтобы выходить потом на сцену. Потому что спокойно нельзя назвать ее подготовку именно к спектаклю. Она тут же находила изъяны в костюме, какой-то крючок ей давил в спину,
парик не там был, но перед сценой это была улыбка очаровательная совершенно и полное отключение от мира. Но что бы ни было за кулисами, балет – искусство занебесное. Божий дар надо отрабатывать. Жизнь балерины – отказ от многих удовольствий. Галину Сергеевну всегда окружали красивые мужчины. Это и партнеры по сцене. Она танцевала в дуэте с Ревдаром Садыковым, Камилем Гайнуллиным, Рафаэлем Ибатуллиным. Такие танцовщики уже половина успеха на сцене. Но в жизни были поклонники, которые приходили с цветами на каждый ее спектакль. То, что сейчас мы называем женской сексапильностью, было сильнейшим оружием Галины Калашниковой. Есть вещи, о которых в театре не говорят с посторонними. Это идет и от внутренней культуры артистов, и от того, что театр для них – это не только дом, это крепость. И какие бы интриги ее ни сотрясали, ссор на публику отсюда выносится крайне редко. Поэтому и самый громкий роман Галины Калашниковой с Рафаэлем Ибатуллиным, как и закулисные интриги, не обсуждал с нами никто. Сама она была закрытая для всех и частную жизнь оберегала от пересудов. И мы не станем подходить сюда слишком близко. Но эта любовь принесла ей боль, унижение, обиду и материнство. Она родила девочку, наверное, от любимого человека, она хотела ребенка, но по рождению она тут же ее отдала няне. Дальше сложилось немного сложнее, потому что няня была уже старая, Оксана у нас попала в детский дом. У Гали был тяжелый период в жизни по выходу на пенсию. Как-то у нее случилось такое, что она никак не могла найти себя. К быту мама была очень плохо подготовлена, поскольку в детстве она была в детском доме вместе с мамой. Ну, та была учительницей, то есть на всем государственном. Потом, опять же, хореографическое училище. Потом театр – это тоже своеобразная такая армия жизни, где за тебя думают, а ты только отдаешься искусству. Вот. И, ну, я, скорее всего, взрослее нее была. Мне приходилось самой как-то думать о быте. Будучи уже сама взрослой женщиной и матерью, я понимаю, что ей нужно было только искусство. То есть семейная жизнь, скорее всего, как-то немножечко мимо нее была. Вот. Не суждено было понять Галине Сергеевне, что помимо творчества, человеческое, а лучше сказать женское счастье, это есть и крепко стоящая на ногах дочь, делающая первые шаги по земле маленькая внучка. Балет еще оставался спасением, но уже не все под силу. Уходили, как крупинки в песочных часах, физические силы, поклонники, цветы, успех. Уже можно жить на пенсию. Но чтобы получать в 70-е годы пенсию в 120 рублей, народной артистке Калашниковой нужно было еще танцевать. Правда, уже не первая партия. Но даже не это страшно. Подходило время перейти Рубикон, уйти со сцены.
Теперь ее судьбой распоряжались силы черной феи. Галя была очень сильным человеком, но сила ее характера, сила личности была ярка, что ли, наверное, только на сцене и связанная только с ее работой. Потому что в жизни этот человек был не очень, по-моему, приспособленный ко всему. Как-то у нее все это не ладилось ни с бытом, ни с мужьями. Человек в нашей профессии остается один на один с судьбой, один на один с огромной жизнью, которую мы практически и не знаем. Применительно к Галине Сергеевне, перед ней, когда раскрылась вот эта бездна, наверное, бездна, и она, когда посмотрела, страшно, конечно, наверное, это. И вот эта бездна поглотила ее. Педагогическая работа ее страстной натуре мало что давала. Да и не было у нее особого интереса передавать свой опыт и мастерство другим начинающим артистам. К этому времени у Галины Сергеевны подрастала дочь, такая же самостоятельная и независимая, как и она. Требовательная к себе, Галина Сергеевна видела, что для балета Оксана высоковата. Первой в балете ты не будешь, а быть второй – это не для Калашниковых, ответила она дочери. В последние годы, живя недалеко от театра, Галина Сергеевна отворачивалась от знакомых, делала вид, что не замечает бывших коллег. Что это было? Гордость, но еще и горечь от одиночества. И находила выход такой простой и всем известный. Когда-то свое настроение, свою страсть она могла выразить в балете. Но танца, когда несешься в пропасть, для нее никто уже поставить не мог. Никому не дано прожить две жизни. Одну творческую, другую личную, бытовую. Галина Калашникова была человеком, весь свой духовный потенциал посвятивший искусству. И это была даже не любовь, страсть. И жизнь была только одна – балет.